Казахстане сейчас 5 часов, да, 17:00, на 2 часа разница у нас. Здравствуйте, уважаемые партнеры, рады видеть вас. Присоединяйтесь, отправьте всем самолетики, чтобы ваши партнеры тоже присоединились к нашему эфиру. Сегодня у нас в гостях будет директор департамента по развитию партнерской сети Дастан Мырза. Поэтому быстрее отправляйте самолетики, чтобы присоединились ваши лидеры, ваши партнеры. Как меня видно, как меня слышно. Добрый вечер. Здравствуйте, Лиля Кузимбаевна. Здравствуйте, Гаухар Ханам. Добрый вечер всем. Сейчас я хочу пригласить к нам в эфир директора департамента по развитию партнерской сети Дастан Мырза. Так, быстрее отправляйте самолетики и добавляйте своих бизнес-партнеров. Как ваше настроение? Как нас видно? Как нас слышно, уважаемые партнеры? Международная директорская поездка. Нас здесь находится 150 директоров со всего, не только Казахстана, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан. Добрый вечер, Дастан Мырза. Здравствуйте. Отлично видно, отлично слышно вас. Надеюсь, вы отдохнули. На море сегодня были? Нет. Нет? Потому что мы после пошли на море, искупались. Несмотря на то, что там шторм, никак не могли себе отказать в этом. Сейчас вот добавляются наши партнеры. У нас с вами совпало сейчас время ужина. Но я думаю, все равно эфир мы сохраним, и партнеры потом посмотрят наши шикарные новости. Угу. Так, сегодня, дорогие партнеры, вы знаете, что сегодня у нас 5-й день, по-моему, нашей международной поездки. Во-первых, у нас был здесь шикарный гала-ужин 8 марта. Нас шествовали наши соучредители компании Арман Айдосович, наши мужчины, подарили нам шикарные букеты. Вы сами, наверное, видели, да, это было white party. То есть, это был незабываемый вечер. У меня уже 2-й год подряд, 8 марта, я встречаюсь за границей благодаря компании Merlin Health. Вот, поэтому это, конечно, незабываемо. И в этот раз Вьетнам особенный, потому что у нас прошли 2 дня международная конференция, на которой мы услышали шикарные новости по изменению маркетинг-плана. Я думаю, уважаемые партнеры, вы сейчас ждете, не дождетесь, когда мы начнем рассказывать об этих новостях. Давайте не будем, наверное, тянуть, да, Дастан Мырза? Это наш Дастан Мырза, уважаемый, директор департамента по развитию партнерской сети, маркетинга и коммуникации. Вы знаете, что наша компания набрала новых сотрудников, где-то 100 человек, да, Арман Айдосович сказал. Причем 150. 150. Причем это сотрудники лучшие. К нам пришли лучшие маркетологи, лучшие специалисты из других компаний, даже из других сетевых компаний. Дастан Мырза, если не секрет, вы откуда к нам пришли? Последняя компания была Amway. Amway. Amway, да, классная компания. И, по-моему, уже 50 или 60 лет она на рынке Казахстана. Больше 60 лет на рынке Казахстана, наверное, сколько? Лет 7 плюс. Лет 10, наверное. Да, я помню, я в школу ходила, или в институте первый курс, что-то такое. И тогда только-только зарождался сетевой маркетинг. И именно одна из первых компаний, которая была в Казахстане, это Amway. Amway, Mary Kay. Да, это были времена, когда была неофициальная работа. Рынок Казахстана был закрыт. Все работали через Швецию, Венгрию и так далее. Да? Тогда все-таки предприниматели, да, действительно работали в формате того, что пересекали несколько границ, да, чтобы попасть на какие-то конференции от компании. Собирались в автобусы, несколько дней в пути, несколько дней там, несколько дней назад. И это в те времена, да, когда действительно ситуация была не самой гладкой. Да, то есть, И сейчас, естественно, уже так никто не строит. Времена меняются, да, времена очень быстро меняются. И сейчас
наверное, если сейчас рассказать, собрать, наверное, там новичков, которые там пару месяцев в этой индустрии, а если им рассказать, как это было лет 20 назад, да, строился сетевой бизнес, то, естественно, волосы дыбом, вот, как говорится, глаза из орбит вылезут, и все поймут, что это было очень страшно, да, неуверенность, никаких нету, да, выплат тем более, да, все жили мечтой и так далее. И там 20 лет назад, кто помню, в свое время строил сетевой бизнес, сейчас добились больших успехов, да, но они прошли через тернии. Сейчас люди не готовы к этому, ну, потому что там, так никто не будет жить мечтой долго и долго, да, там. Вот. Сейчас там, эра быстрого заработка, да, то есть это когда ты сделал дело, получил денег, да, то есть это сейчас тренды идут из Юго-Восточной Азии. Очень много сетевых компаний, которые сейчас имеют короткие маркетинги, да, то есть есть термины очень разные, да, то есть маркетинг может быть длинным, маркетинг может быть коротким, да, то есть маркетинги бывают, там, если делить, то это линейные, бинарные, тринарные, гибридные, да, то есть матричные, вот, и сейчас самая популярная эта история с гибридным, да, если до этого только большая популярность в Азии была бинарных компаний, то сейчас бинар, да, то есть вместе с линейным маркетингом, да, то есть механики объединяются и становятся уже гибридными, что дает, во-первых, больше денег, да, партнерам, которые в таких компаниях, да, потому что в свое время бинар был номер один. Бинар, потом тринар, матрица, линейка, вот, и сейчас бинар уже, если он чистый бинар, да, то есть дает меньше денег, ну, то есть по сравнению с гибридными маркетингами, потому что каждый там, самые лучшие, например, там, сильные стороны каждой из маркетингов, да, то есть объединяются в гибридном. У бинара есть свои сильные стороны, у линейного маркетинга есть сильные стороны, и это дает больше преимуществ, чем там, работать только в одной из. Вот. Ну, в связи с этим, я думаю, произошла и реорганизация нашего маркетинг-плана. И мне кажется, сейчас у нас как раз-таки сочетание идет и бинарного, и линейного маркетинга. И мы собрали самое лучшее в настоящем маркетинг-плане. Ну, давайте начнем, поехали, а то у нас мало времени, и партнеры, я думаю, ждут. Вот. Ну, вчера уже был прямой эфир, наверное, многие партнеры смотрели, да, Айнура Манчиева вместе с вами выступали. И вчера разобрали, давайте повторим, да, все изменения. Начнем с того, что у нас теперь реферальный бонус составляет от 15 до 18%. То есть что это такое? Реферальная премия так и остается 10% с первой линии. То есть с дочек вы будете получать 10%. А со второй линии, со своих внучек, если ваш пакет составляет $200, вы будете получать 5%. Если ваш пакет составляет $600, вы будете получать 8%. Верно, Дастан Мирза? Да. Угу. Ну, это самое легкое. Мне кажется, партнеры уже разобрались со вчерашнего дня, что это такое. Ну да, здесь самое легкое и самое, наверное, маржинальное. Да? Да. То есть мы сделали таким вот образом, чтобы развитие, то, что и так-то партнеры занимаются, для того, чтобы расти дальше в маркетинге, да, мы развиваем людей, да, помогаем им приглашать в бизнес, обучаем продукции, чтобы они сделали продажи для первых, например, там, статусов. И, естественно, сейчас, в будущем, ну, то есть уже в апреле мы будем за это вознаграждать именно вот этим 5-8%. Если кто-то скажет, это очень мало, да, там почему 10 и 10, да, ну, смотрите, там действительно больше денег. Пригласила новичка, да, и, допустим, этот новичок стоит, ну, где-то там далеко в глубине. И когда мой новичок сейчас пригласит реферала, я заработаю 8%. Вообще это супер. И сейчас... Да, мне кажется, вот благодаря этому реферальному бонусу именно сейчас наши новички начнут приглашать, потому что у них есть прямой интерес. Они получают 18% реферальной премии. Супер! Итак, дорогие новички, дорогие наши партнеры, принимайте первые изменения. Так, второе, что у нас произошло, ну это не то, что произошло, а просто изменились названия стартового пакета. Теперь на $100 называется стандарт, на $200 называется... старт. На 100 старт, да. Старт называется на $100 пакет, на $200 называется бизнес-пакет, и на $600 у вас идет элит-пакет. И сейчас, кстати, работает акция. При регистрации на $600 вы забираете подарок на $200.
Вот, поэтому вообще выгодно приглашать на $600, потому что тогда ваша реферальная премия будет составлять 18%. Сразу просто приучите. Вообще, знаете, Дастан Мирза, я, например, стартовала со $100. Но сейчас я просто анализирую, какую продукцию я пропила. Я пропила минимум на $1000. Каждому партнеру необходимо поправить свое здоровье, пропить наши шикарные бары минимум на $600. Поэтому, дорогие партнеры, вам нужно просто выучить продукцию и просто вкусно ее предложить. И я думаю, вам не составит труда пригласить партнера на $600. Это был первый бонус. Второй бонус, который тоже вчера разобрали, это лидерский бонус. Лидерский бонус, вы знаете, у нас он был, составлял 10, 15, 20%. Вы зарабатывали только с первой линии с бинарного бонуса. Запишите, теперь ваш лидерский бонус вы будете получать до 7-го поколения включительно. Вообще это супер бонус. То есть, например, я работаю, Дастан Мирза, с глубиной. Я работаю не только со своими личниками или, допустим, со второй линией. У меня есть, например, команда, с которой я работаю вот действительно почти до 7-го поколения, ну до 5-го точно. Вот. И теперь ваш труд компания будет вознаграждать. Расскажите про это, Дастан Мирза. Да, действительно, те лидеры, которые в свое время, да, там, как говорится, из-за того, что у нас всего лишь 2 выращивания, да, то есть 2 человека, они что делали? Да, то есть своих рефералов отдавали вниз, чтобы укреплять, да, других партнеров, да, потому что, ну, как бы, все-таки ты лидер, да, должен, как говорится, помогать и так далее. Вот. И сейчас, конечно же, да, то есть люди растут, да, но в то же время, как говорится, труд остался незамеченным, да, в плане вознаграждения. И теперь действительно до 7 поколений, да, то есть можно получать, есть возможность получать лидерский бонус, для этого необходимо расти в статусе. То есть если мы там трансформировали денежный бонус, да, вот как в народе называется пассивный доход, то теперь лидерский бонус стал действительно пассивным доходом, таким остаточным доходом, потому что с точки зрения бизнеса остаточный доход — это тогда, когда у тебя сильная команда, сильные люди на ключевых позициях, да, продолжают работать, у них есть мотивация, и это и называется, да, то есть пассивный доход, у которого нету и конца, и края. Ну вот, то есть находишься в сети. Вот это называется действительно пассивным доходом, и сейчас модно говорить остаточный доход, да, вот, что здесь, в принципе, мы перешли в ту эру, да, когда вознаграждения действительно нету лимитов, нету никаких сроков, да, то есть бери и делай. Для этого просто необходимо проработать с командой, и за это ты получаешь вознаграждение. Угу. То есть можно сказать, что наш пассивный бонус, который мы раньше как денежный бонус, да, который мы называли раньше пассив, и действительно лидеры, которые вышли на денежный бонус, потом начинали пассивничать. Поэтому мы его называли пассивный бонус. Вот. Теперь отныне пассивничать не будем, потому что наша зарплата напрямую зависит от того, как мы работаем со своими личниками, со своей командой. Но вознаграждение вы будете получать больше, чем просто на пассиве. Для этого вы нам предоставили слайды. Я думаю, мы потом, да, поделимся с партнерами. И на слайдах это очень классно видно. Сколько мы бы заработали при прежнем маркетинг-плане, когда у нас был денежный бонус, и сейчас, когда мы будем работать по новому маркетинг-плану, согласитесь, что там в разы больше мы будем зарабатывать, чем при старом маркетинг-плане. И это прямо вы показали на цифрах, и это прямо, знаете, заряжает нас на то, чтобы ехать и работать с командой. Ага. Это вот то, что касается лидерского бонуса. Дорогие партнеры, вам понятно все по лидерскому бонусу? Можете написать свои вопросы, мы вам ответим на ваши вопросы. Следующий бонус, который у нас также остался, это, мы его называли раньше бинарный бонус или премия за товарооборот структуры. Изменился ли он, Дастан Мирза? Премия за товарооборот структуры также, да, то есть все так же остается, никаких улучшений не было, ввиду того, что когда мы проанализировали свой маркетинг-план, мы также анализировали многие компании, которые не только есть в Казахстане, но и в целом, да, в Юго-Восточной Азии, да, куда мы целимся как компания.
вот, для того, чтобы понимать. Мы привлекли экспертов из Европы, да, которые проанализировали тоже наш маркетинг-план, помогли посмотреть, потому что их работа, в принципе, да, там, помогать сетевым компаниям, да. И если смотреть там, по именно бинару премии за товарооборот структуры, мы платим очень щедро. То есть там, в принципе, улучшать уже некуда. Я не просила вас улучшать, потому что он и так классный. Этот бонус, да, наш самый любимый бинарный бонус до того, как сегодня мы получили новый маркетинг-план. Бинарный бонус — это был наш любимый бонус. Поэтому, дорогие партнеры, он также остался от 5 до 9% и зависит от вашего статуса. Так, следующий бонус – статусный бонус. Он также не... Статусный бонус – это вы что, квалификационные награды имеете? Квалификационные награды, да, статусный бонус. Он также остался, когда вы закрываете золотой менеджер, вы едете на Академию золотых менеджеров. Поверьте мне, кто ездили, кто уже посетили Академию золотых менеджеров, они оттуда приехали другими людьми. Даже нам, директорам, не позволили посетить это мероприятие. Я бы с удовольствием туда поехала. Ну, у нас для директоров было другое мероприятие – эволюция роста. Да. Вот, поэтому, когда вы закрываете золотой менеджер, вы едете на Академию золотых менеджеров. Когда вы закрываете статус платиновый менеджер, вы также едете в международную поездку. То есть какая-то будет страна Египет или это будет Таиланд, это вам компания объявит. Директорская международная поездка также остается. Ну и там дальше. Жемчужный директор, вас ждет автобонус $20 000. Сапфировый директор, вас ждет квартирный бонус $35 000. И бриллиантовый директор, вас ждет премия на улучшение жилищных условий $53 000. Маркетинг не коснулись изменения этих квалификационных наград. Супер. Здесь нужно... Да, здесь самое важное понимать, что для тех партнеров, объясню, да, кто говорится о том, что, ну, может быть, почему, да, вот это все, например, АЗМ стало, да, например, а до этого было по-другому. Все очень просто. Первое, да, так как за тот объем, который есть, да, сейчас, в принципе, без доплат мы никуда не смогли бы отвести, ввиду того, что сейчас все дорожает. Туристическая инфляция, она бешеная, в 2-3 раза больше, чем стандартная по стране Казахстан, допустим, если взять, да, и там сейчас, там, те, помню, $700, да, там вообще нереально куда-то везти. Ну вот. Что мы сделали? Да, мы посмотрели тоже на квалификационную награду, и она должна работать на правильное поведение. И что мы сделали? Мы проанализировали, увидели, что золотые менеджеры – это самый ключевой статус, потому что с него первое выращивание начинается. Ну вот. А дальше люди, которые работают как прежде, ну, например, я был серебряным менеджером, да, там черной работы, вырос до золотого, и если я буду продолжать в том же духе, я устану, потому что до платины там уже надо менять мышление, использовать совсем другие инструменты, да, работы в бизнесе, вот, работать уже с командой по-другому, на нее по-другому смотреть необходимо. И здесь мы разработали Академию золотых менеджеров, вот, нам помогали тоже методологи очень сильные, которые там работают давно уже в индустрии, да, и обучение взрослых людей, и в целом, да, то есть в индустрии MLM, вот, андрогоги, то есть такие сильные, вот. Так что здесь это такая история. Дальше у нас человек, что на золоте закрывает платину, здесь он действительно получает бесплатную поездку. Следующая поездка у нас в октябре будет в Египте, вот, и сейчас самая первая поездка, которая ждет, это Дубай, следующий месяц, да, вот в апреле мы в Дубай летим, и там у нас будет тоже обучение для платиновых. Там уже обучение чуть-чуть высшего уровня, потому что когда ты достиг платины, тоже надо уже эволюционировать самому, да, потому что, во-первых, у тебя открывается еще одна глубина, то есть ты получаешь еще больше денег, значит, в твоей жизни должно меняться не только финансовое положение, но и здесь, да, то есть надо многие вещи уже начинать понимать, и мы там даем первые вот эти менторства, наставничества, да, то есть как делиться опытом как лидер, да, а не как наставник, вот, и дальше уже директорская поездка. По директорской поездке, да, там уже вот вы были на эволюции роста, это специальная программа, разработана методологами, которые работали еще вместе со мной, да, в других компаниях и так далее, то есть, которые 20 лет посвятили жизни индустрии MLM, знают, как обучаются лидеры, какие нужны, необходимые, да, там навыки. И после уже директорской поездки, да, то есть мы уже, ну там все у нас, лидер готов, лидер сильный, и мы его одариваем просто подарками в виде денег. Да, держи, покупай машину, квартиру и так далее. Не знаю, там, потому что наши лидеры уже к этому статусу уже имеют и машины,
Вот, мы недавно там коттедж сдали, да, там коттеджный бонус, а там уже у людей коттеджи есть, я не знаю, там, ну, только ремонт, наверное, делать. Вот, так что вот таким вот образом. Вот такой путь, в принципе, вначале нематериальное, да, потому что нужнее навыки, знания, да, а потом уже большие бонусы, то есть в виде квартирных, коттеджных бонусов и автобонусов. Да. Здесь, если мышление наше не развивается, то мы, к сожалению, не сможем выращивать команду. В этом мы тоже убедились, потому что и твой статус, он прямо, знаете, прямо пропорционален твоему карьерному росту. У нас есть партнеры, которые застряли в золоте, или партнеры, которые застряли в серебре. И просто ты уже сейчас понимаешь, что нужно здесь развивать мышление. Когда ты будешь готов, тогда и статус к тебе придет. Это вот однозначно здесь работает. Вот. Например, человек с уровнем мышления серебряного менеджера, он никак не может закрыть директора, понимаете? Потому что там действительно другие знания, другие убеждения, по-другому нужно работать с командой. Это вот прямо в нашей компании это прямо вот с этим работает, с нашим мышлением работает. Недавно, допустим, у нас даже Арман Айдосович вчера выступал, он сказал, очень важно вот это вот наше ментальное здоровье, да, наше психологическое здоровье, умение прощать, умение благодарить. Я его еще называю эмоциональный интеллект. Да? То есть если мы сможем работать с партнерами и принимать их такими, какие они есть, не обижаться, самое главное, в каждом человеке нужно увидеть его лидерские качества и работать с этими лидерскими качествами. То есть здесь мы немножко шлифуемся, мне этим и нравится Marine Health. Вот. Ну, следующий бонус – это скидка Marine Health 10%. Она также осталась, да, Дастан Мурза? Да. Единственное, изменения произошли. Какие это изменения? Я то есть сказал бы улучшение, да, теперь скидка дается после 600, то есть как только ваш реферал получает скидку, то есть он увеличивает свой, как говорится, уровень партнерского контракта до 600, да, 600, все, сразу же у него идет скидка MH. То есть как это будет работать? В принципе, это будет работать каким-то образом. Вот представьте, вы зарегистрировали новичка сразу на 1000. Ну, вдруг там у нас появятся, да, такие. И я вижу, там, из месяца в месяц пару человек таких появляется, с 1000 заходит. Я не знаю, знаете, такие, может быть, у кого доллары не разменяются, да, там, купюра такая, ломать не надо, сразу оплачивать. Продукцию, да? Берут продукцию. Да, и которые сразу, да, чтобы ознакомиться, да, там, максимальным количеством продукции. Вот, и здесь будет как работать теперь. 600 из этого одного заказа, вот с одного чека, да, 600 пойдет как спонсору реферальной премии, да, да, 400 уже самому, да, там, новичку в формате $400, ой, $400 10%. Вот, это такая история. Вот в таком формате это будет работать, что немаловажно. Даже, например, компания могла бы сделать, так, ты регистрируешься на $1000, $60, ну, там, я не знаю, просто $100 получаешь реферальные. Вот, а вы сделали вот так. $600 это $60 рефералка ушла, а с $400 $40 ушла скидка 10% назад партнеру. Представляете, даже это учли. Супер. Да, здесь некоторые партнеры могут подумать, зачем, в принципе, скидка Marine Health нужна. Да? То есть, здесь ответ очень прост. Любая статистика любого там, магазина, да, электронного, там, например, Каспий, да, там какие-то акции там, в виде заказа еды, как только какие-то даются кэшбэки и так далее, это стимулирует, да, познакомиться с продуктом поближе. Потому что сейчас, допустим, мы будем вытаскивать новые продукты. Да, у нас появятся новые продукты. Вот на день рождения вы увидите очень много продуктов, и там старт продаж нескольких продуктов будем объявлять, да, очень крутых. И представьте партнеру, у которого $600 уже есть элит-пакет, да, то есть и им уже будет приятно, да, например, купить новинку еще и со скидкой. Мне кажется, это хорошая история, да, то есть они просто вот, бизнес, да. Вот, а что здесь, это надо, тем более, например, там, по статистике Каспий KZ, как только там на какую-то категорию отдают 10%, да, вот кэшбэка назад, да, возвращается человеку, там в разы увеличивается товарооборот, да, это вот потребительская история. Мы не можем игнорировать, да, желание покупать с выгодой. Мы не можем. То есть, если мы хотим быть в тренде, да, мы хотим нравиться и потребителям, и людям, которые пришли в бизнес, мы должны использовать все инструменты. Да, люди любят скидки. Поэтому в основном у нас же тоже есть потребители, не только в бизнес-партнеры, а потом они уже
бизнес-партнерами, и вот для потребителя именно работает 10% скидка. На сегодняшней конференции это прямо бомбическая новость, наверное, да. Самое главное, самый такой вот шестой бонус – это изменения коснулись глобального бонуса. Дастан Мирза, вам слово. Какие изменения по глобальному бонусу? То есть раньше мы говорили, что когда вы станете вице-президентом, вы будете получать 2% от мирового товарооборота. А сейчас... От чистой прибыли 2%, да, от мирового оборота чистой прибыли. То есть чистая прибыль – это что это такое? Да? То есть есть товарооборот, да, из него уходит в маркетинг, оплатили 60%, да, то есть логистика, чтобы товар доставить, да, произвести, да, поставщикам оплатили, да, сырья. Это все упаковали, да, этикетки, коробки, налоги, все. Там даже зарплата сотрудников, аренда складов, оплата там хед-офисов 5% дополнительная, которая в маркетинг не входит, да, то есть дополнительно оплачивается со стороны компании. И вот потом остается чистая прибыль. И вот с этой прибыли 2%. А в теории это бонус работал так как я пока все это время ношу с собой чемоданчик с этого вице-президента, да, где эти деньги лежат, пока нету у нас вице-президента, кому это дать. Вот. И решили, а зачем ждать одного человека, да, например, в год будет 1-2 таких вице-президентов, да, открывать статусы. Зачем ради одного-двух людей, да, целый бонус? Надо сделать так, чтобы у нас таких вице-президентов разного уровня было поболее. И мы решили данный вид акционерного бонуса, это вот так акционеры работают, да, они получают квартал, в полугодие, в год за успехи компании. Чем больше компания растет, тем больше дивиденды. И мы решили данный бонус спустить вниз. Первое, это от директора и выше. Теперь доступен данный бонус, это первое. И теперь не от чистой прибыли, а от товарооборота. То есть компания делает 10 миллионов, из этих 10 миллионов 300 тысяч мы выделяем для этого бонуса. То есть какой товарооборот, соответственно, там 3% будет, неважно. Мы сделаем 100 миллионов, значит, это будет 3 миллиона. Вот. И эти 3% распределяются между там, статусами директора, жемчуг, сапфир, бриллиант и вице-президент. Директорам мы выделяем 1%, это значит, например, если мы сделали 10 миллионов, да, оборота, то 100 тысяч мы только для директоров, для этого статуса выделяем этот бонус. И далее жемчугом 0,75 это 75 тысяч, дальше 0,5 сапфиром и 0,5 бриллиантовым это по 50 тысяч и 0,25, да, то есть это 25 тысяч долларов при 10 миллионов оборота, это вице-президент. И здесь фишка в чем? Там надо делать в первую очередь иметь сильную команду. Для того, чтобы получать со всего Marine Health, необходимо настроить свою команду. Бонус каким вот образом работает? Да? Если ты хочешь получать от всей компании, у тебя должен быть порядок в своей структуре. Нельзя, да, там, иметь маленькую структуру, но зато получать с компанией. Да? Это противоречит всем философиям. Да? То есть, грубо говоря, я сейчас не могу прийти в какую-то крупную компанию и сказать, сделайте меня акционером. Он скажет, ты давай там по лестнице вырасти, да, покажи, кто ты, да, и так далее. Потом там, примем решение, плюс ты там, сделаешь какие-то действия определенные. Вот. У нас такая же история. Например, директорам надо сделать 100 тысяч оборотов в месяц, да, то есть своей целой группой реферального объема. То есть это не левая, правая, бинарная ветка, да, там переливы не учитываются, а именно вот своей команды. Рефералов и так далее. То есть самую глубину. И с ними вместе ежемесячно делать 100 тысяч и получать там, часть доли, да, там, акционеров. Грубо говоря, из этих 100 тысяч человек получит часть какую-то, да, там, сколько он сделал. Вот. Простая математика, да, то есть если ты имеешь сильную команду, ты и так-то хорошо получаешь от своей структуры, да, в принципе, бонусы вознаграждаются, это и лидерский бонус у тебя есть, бинара много, и при этом ты еще от товарооборота, по сути, получаешь глобального. То есть здесь, я думаю, когда-нибудь там у нас появятся директора, которые в Казахстане сидят, звонят директору Грузии генеральному и такие: Ливан, здравствуйте, а почему у вас там мало товарооборота? Я понять не могу. Вот я работаю, делаю, да, давайте... включайтесь в работу, да, то есть директора будут действительно болеть за компанию, потому что чем больше компания, да, делает оборота, тем больше у них самих бонусов, в принципе, да, то есть это, наверное, глобальный бонус не имеет аналогов, да, вот в Юго-Восточной Азии, да, где мы проанализировали самые там, топ-50 таких маркетингов, да, которые попадают в руки, да, там, от глобальных бонусов пока многие компании сторонятся, а мы решили, как говорится, дать тренд. Теперь у нас директоры выше, это практически акционеры нашей компании.
да, которые, выстроя свою систему работы внутри команды, могут получать от параллельных команд. Давайте начнем с этого. Представьте, директор, который получает глобальный бонус, выступает же, да, на региональном событии, да, и он может что сделать? Он выступает, и вот с каждого новичка он же получает свои дивиденды. Вот представляете, да? То есть это как мышление поменяться должно, да? То есть ты на каждого новичка, неважно, он твой личный реферал. Или это... Да, где-то в Грузии зарегистрировался. Ты от него имеешь дивиденды. Ну, мне кажется, это вообще самая шикарная история. Вот просто. Да, там. Делали от статуса директора, это вообще супер. Ну, да, почему от статуса директора? Потому что директора это уже все, это уже наша элита, да, по сути, те лидеры сильные, прошли обучение, да, прошли те тернии, грубо говоря, да, твердо стоят на ногах. Вот. И там, кто думает, что такие бонусы нереальные, да, я вам скажу простой ответ. Вот зайдите в Аллею Славы, у нас есть телеграм-канал Аллея Славы, да, по признанию, где мы каждый там любой себя увидит. Вот закройте статус, посмотрите в Аллее Славы, вас поздравит компания, да, в Телеграме. Это пока в Телеграме, дальше это будет в бизнес-системе автоматически. И там мы там публикуем топ-чеки. Например, за февраль топ-чек. Представьте, в топ-10 чеков по всей Marine Health, да. Ну, все, наверное, скажут, это бриллиант, да, изумруды одни, наверное, там, да. Да. И на 10-м месте, да, на 10-м месте у нас директор из Кыргызстана. Представьте, директор, который просто, да, там всех жемчуга повогнал, да, то есть практически и встал наряду вместе с изумрудами и бриллиантами. Так что в бизнесе это все возможно, да, то есть объемы не должны пугать, они должны, наоборот, мотивировать. Вот. Так что здесь вот в таком формате будет, да, вот. И, например, этот директор, естественно, это один из получателей глобального бонуса, да, такие объемы дает, вот, умеет работать и, наверное, будет потом уже делиться своим опытом, да, тоже, как это сделать. То есть она уже не 100 тысяч делает, а она делает объемы сейчас больше, да? Вы как-то Да, но она потому что сейчас вот в скором времени, я надеюсь, уже станет жемчужным директором, да, то есть там должны быть у жемчуга здоровый такой объем, хороший объем, это там от 300 до 400 тысяч в месяц, да, это такой. Вот здесь написано, вы все делаете только вышестоящим. А нет, я рекомендую послушать вначале, если вы только подключились, мы говорили там очень интересные вещи, вот записи как раз посмотрите, мы говорили, что мы дали очень много тоже и начальным статусом, да, то есть там можно сейчас на начальном статусе можно сразу первый месяц зарабатывать $400-500, да, например. Вот, в принципе... Да, помните, мы там считали, да, $3000 можно сделать спокойно, да, то есть главное это вот цель, желание, да, то есть и все, можно это делать. Да, вышестоящие, они получают больше, потому что они там больше времени в этом бизнесе, да, и вы когда придете к этому статусу, вы тоже будете получать эти деньги, да, это, как говорится, все ко времени, да, хороша ложка к обеду. Да, то есть сейчас вы на таком статусе, где вы можете получать максимально. И вот директор, да, вот сейчас у любого директора спросите, да, там он тоже скажет, что бриллиант больше зарабатывает. Но вот есть директора, которые, выстроив правильную стратегию развития своего бизнеса, они не смогут больше получать, если они не будут вовлекаться в команду свою. Если у директора стажеры не зарабатывают, менеджеры не зарабатывают, этот директор не будет много получать. Это не так работает. То есть нет такой математики, где один все зарабатывает, а остальные как-то работают бесплатно. Ну, во-первых, никто сейчас бесплатно не будет работать, там работы много, войдут, уйдут, и все. Так что здесь успех директора зависит от того, насколько его менеджеры бронзы, серебро, золото, платина зарабатывают. Если они зарабатывают классно, а я уверяю, там у директора, у которого топ-чек попал, у него там с команде все хорошо. Вот, естественно, все будут зарабатывать, и все будут довольны. Ну вот, как-то так. Как раз-таки вот эти изменения, они коснулись именно начальных статусов. Вот вы скинули вот эту таблицу, менеджер может заработать $1 000 000 в месяц. Допустим, он зарегистрировался на $600, помните, пригласил 8 человек. Это же реально за месяц пригласить 8 бизнес-партнеров. А те, в свою очередь, пригласили своих бизнес-партнеров, и вы в месяц можете заработать $1 000 000. Ну, допустим, 500 тысяч тенге. Спокойно, да. Сумма для... Ну, вот зарплата в Казахстане, там, учитывая, что 250-300 тысяч, вы можете это заработать... Да. Официальные данные 250-300, да, наверное, здесь найдутся все, кто скажет, что это не так, да, то есть, так что здесь вот сетевой маркетинг, это же как раз и социальный лифт, да, не нравится там зарабатывать в обычной жизни, да, вот столько, сколько сейчас, да, пожалуйста, сетевой маркетинг, особенности Marine Health, да, будет вам привлекательной бизнес-моделью, где все зависит от ваших не просто слов, а действий.
Да, хотите миллион зарабатывать, спросите просто спонсора как. Мне кажется, это человек точно один из первых людей, который замотивирован, чтобы вы зарабатывали миллион в месяц. Вот, и вместе сделать помогут эту историю. Так, ну про апгрейд скажите. Сейчас у нас нет привязки к апгрейду, то есть вы в любой момент можете поднять свой пакет до $600. То есть, помните, у нас... И у вас сразу же лидерский бонус повысится со всех рефералов. То есть, например, вы там сейчас у вас, например, 200, там через 3 месяца сделали апгрейд на 600, ну, естественно, от всех рефералов у вас в первой линии получится 20%. Да, то есть, вот. Но я лично от себя рекомендую, если вы хотите получать максимально выжимать из маркетинга, да, то есть прям вот сделать каждое ваше усилие максимально вознаграждаемым, да, то есть, то я вам советую присмотреться на старте пакету «Элит». И лучше до 2 апреля его апгрейд сделать, чтобы со 2 апреля, когда это все внедрится, чтобы вообще не думать никаких про апгрейдов и получать максимум. То есть те люди, которые зайдут за 200, да, то есть они будут получать, да, там со 2 линии и так далее, просто с элита больше намного. То есть вот банально, да, то есть там можно с элитом больше зарабатывать. Так что я рекомендую присматриваться к этому пакету, объяснять разницу этих пакетов. Мы там вам предоставили в цифрах, да, А, Б, да. То есть вот прям смотрите, и тогда вы реально увидите там действительно хороший заработок. Так, теперь у нас сколько доходов? У нас 6 видов дохода. Таблицу мы вам скинем. Вообще этот маркетинг-план вступает в силу со 2 апреля. Да, со 2 апреля, да. До 2 апреля, потому что с 1 апреля мы хотели, мы все сказали, давайте 1 апреля. Но потом нам подсказали, что этот день имеет не самую серьезную репутацию. Да, 1 апреля что-то внедрять, мне кажется, люди не поймут, подумают, что это шутка. Вот, из-за этого мы решили со 2 апреля. Но, мы это тоже будем на онлайн-событии 19-го говорить, да. 20-го я планирую перед праздниками, как раз чтобы люди во время праздников, да, начали работать. У нас как сетевики, у них нету праздников, да, то есть они, наоборот, пользуются такими днями. А 20-го я планирую, сейчас по времени не скажу, да, точно, надо первого вернуться в Казахстан. Вот, и там я планирую провести прямой эфир. Не прямой эфир, а в Ютубе, да, там прямую трансляцию, где буду объяснять уже маркетинг-план. Ну, здесь апгрейд распространяется ли на ранее подписанных до 1 октября? То есть вы можете покупать без проблем сейчас, свой кредит спокойно, да? Так, насчет пассивного бонуса расскажите, скорее всего, это поздно подключились. У нас пассивный бонус трансформировался в лидерский бонус до 7-го поколения и в реферальный бонус до 18%. Да. Так, всем одинаково апгрейд можно накопительно поднимать? Да. Накопительно, конечно, нет никаких правил, там, 90 дней, что-то еще. То есть мы решили же сделать как? Лучший маркетинг таким вот образом. Наших партнеров никаких формул в голове не должно быть в формате так, я должен апгрейд сделать сегодня, завтра, там, таймер какой-то и так далее. Никаких сроков, таймеров. Вот когда удобно, тогда и делай. Все. Когда хочешь зарабатывать, готов к большим деньгам, делай апгрейд. Вот и все. То есть это должно быть сугубо выбор человека, и мы не должны навязывать ему никакие сроки. Так, ну и еще одна классная новость. Мне она понравилась сегодня на конференции. Это альтернативное закрытие статусов. Мне кажется, нашим партнерам тоже должна понравиться эта новость. Не секрет, что иногда бывает, ты вот хочешь закрыть статус, допустим, золота, да, чтобы закрыть статус золота, у тебя должно быть 2 серебра. Вот одно серебро у тебя рабочее, а второе серебро, что-то у него не получается. И у нас открылись новые альтернативные методы. Расскажите, пожалуйста, Дастан Мырза. Да, давайте сначала расскажу цель. Да, вот кто-то говорит, там, вот вы все наверх даете больше денег, да, вот, пожалуйста, для вас как раз мы сделали трамплин в виде альтернативного, да, то есть мы упростили достигание статуса. Пожалуйста, хотите высший эшелон в первую лигу, добро пожаловать, вот, пожалуйста, для этого есть 3 пути. Первый – это стандартный, 2 личника, объем тот же самый, остался по малой ветке, да, например, а это начинается от золота, да, от золотого менеджера, да, потому что, чтобы закрыть, например, золотой менеджер, вам необходимо 2 серебра и 8 тысяч, 20 тысяч. Нет, 20 же? Да, 20. Золото 20. 20, да, извините, давно не читал маркетинг людям. А 20 тысяч, да, это все остается. Есть второй путь, это вот как правильно говорили, да, до этого,
допустим, один человек заболел, или он не хочет, или потерял мотивацию, да, просто ситуации в жизни разные бывают, да, и что надо? Как минимум одного личника серебро, и в своей первой линии, у вас здесь же первой линии рефералы, да, то есть и у них есть свои рефералы, то есть в глубину. В каждой ноге надо найти по одному бронзы, 4 таких. То есть у вас 4 ноги, в каждой ноге в глубине, не знаю, там, 8, 20, 40 глубине найдете бронзовый и выше, он вам будет считаться как один статус наверх. Итак, 4 в 4 ногах найдете бронзу, у вас будет уже, вы станете золотым менеджером, который альтернативно закрыл. И это не значит, что у вас будут какие-то иные права. Вы знаете, там на конференции будете через другую дверь заходить. Нет, мы вас всех будем одинаково любить и уважать. То есть не будем говорить, ой, он альтернативно закрыл, да, там, быстрее. Нет. Все будет так. А для чего это сделано? В первую очередь это ускорить процесс закрытия. И вот представьте, это если только на золотом менеджере, да, там, легче вырастить там, бронзу из менеджера, да, грубо говоря, легче, чем, например, бронзу или там менеджера до серебра. Если это в золоте, да, то есть золотые начнут закрываться, да, там статусы пойдут, да, у всех команды будут мотивироваться. Вот, то же самое. То есть логика проста. Один ваш личник стоит 4 статусов ниже в глубине, да, от ваших личников. Вот и все. То есть, по сути, если вы хотите закрыть директора, вам надо 2 платины. Либо 1 платина и 4 золота в глубине. Если у вас в одной ноге у вас, например, вот мой личник, да, например, и у него в ноге там 10 золотых, только 1 у меня будет считаться для этого статуса. Вот, 1. Где-то в глубине есть, да, например. Если у вас есть в глубине директор, да, так получилось, да, в свое время у вас там в глубине есть директор, там 5-е поколение, стоит директор. Вот этот директор вам пригодится до сапфирового статуса. То есть, вот, он вам пригодится, чтобы еще статус сафир закрыть в будущем, да, то есть не теряйте с ним общение, да, там это одна большая команда. Вот. В итоге альтернативный статус – это 2-й путь. 3-й путь – это когда у вас вообще ни одного личника. Бывают такие партнеры, да, вот у него там стажеры 1-я линия, а жизнь начинается там с 3-й линии, да, в глубине. Оттуда там больше статусы. Вот, пожалуйста, для таких партнеров мы тоже придумали, да, историю. То теперь с глубины вы можете без личников, с глубины, например, 8 необходимых статусов. Например, для платины необходимо, да, то есть 8 серебряных менеджеров. Супер. Да, то есть по сути что? Например, вы сейчас платина, который хочет закрыть директора. 1 платина у вас там, вот знаете, как... Бывают же люди разные, да, например, и у вас всего лишь там 2 личника, да, там, вот 2 золотых, 1 из них стал платиной. 2-й что-то не торопится, да, например, у него там пассивный доход есть, да, там он там проблемы у него какие-то, может быть. Не вопрос, вы можете в глубине людей найти, да, то есть и что вы оттуда взять там, 4 золота. Если нету сейчас 4 золотых в каждой ноге по 1 золоту, найдите серебро, который хочет стать золотым и посетить академию. И согласитесь, вырастить там с серебра до золота проще, да, чтобы стать директором, нежели там из золота платину тянуть. Да, то есть еще против воли иногда. Вот. А что мы сделали таким вот образом, чтобы вы к этим бонусам, если вы действительно думаете, что вот там наверху больше зарабатывают, пожалуйста, и за 1 год вы можете несколько статусов закрывать. Вот прям планировать. И что хорошо, что в глубине 1 человек, он же на все статусы дает. То есть не только я вот могу воспользоваться своим золотым. Например, вот я для себя альтернативно, чтобы закрыть, мне нужен там золотой, да, в глубине. Этот золотой будет и на меня работать, и на другого, кто хочет альтернативно закрыть, и так далее. Ну, то есть система будет, не будет так, типа, вот это только достаном забронирован, да, то есть он ему будет работать. Нет, 1 золотой будет всем передавать статус, если это необходимо им всем, по сути, да, для альтернативного закрытия. Так что сейчас все усилия мы сделали таким вот образом, чтобы лидеры действительно были лидерами, да, то есть не только вот 2 людям, да, смотрели, да, чтобы они росли, вот. То есть у вас в глубине закрытия статусов теперь, когда у вас появляется золото, да, серебро и так далее, это классно, потому что эти люди, это ваши люди, да, в вашем реферальном дереве, в вашем бизнесе без переливов, они вам в будущем дадут, естественно, как говорится, статус. И каждый статус вы можете закрывать разными людьми. Представляете, да, вы будете говорить на сцену, выходить, я закрыл жемчуг, вот мой личник, и вот моих 4, да, например, там, платины, допустим, да, вот. Потом закрываете сафира, да, выходите уже с другими 5 людьми, да, вот представьте, да, какая красота. То есть вот вы покажете, что у нас
Теперь маркетинг-план действительно стал так, как конструктор Лего. Что хочешь, то и строишь, да, то есть вот таким форматом. Вот, и это быстро и эффективно будет. Отношения не только с личниками, но и с глубиной. Вот именно здесь для закрытия статусов это очень важно. Да, здесь вопрос такой. Они не обязательно... давайте сейчас первое. Они не обязательно быть личниками. Да. Главное, чтобы они были личниками там в глубине. То есть это не перелив, как в бинаре, да, кого-то вам поставили, и он вырос когда-то, да, вы его знать не знаете. А это вот именно человек, которого по реферальной ссылке пригласил личника, который приведет к вам, да, то есть по сути, да, там это вот внучка, правнучка и так далее, может быть. А почему баллы сгорают, написано? Его на одной ножке, если еще никто не подписан. История Хорошо, давайте. Да? Смотрите, все очень просто. Почему баллы сгорают у кого на одной ножке, если еще никто не подписан? В первую очередь, да, там, смотрите, это потому, что у нас теперь между стажером и менеджером появляется статус консультант. В нашем бизнесе, да, то есть даже для новых людей иногда бывает закрыть менеджер не очень просто, да, потому что все-таки человек без опыта, если пришел, да, для него сетевой маркетинг это вообще что-то новое. И мы видим, что очень много у нас стажеров, у которых 2 личника, да, всего лишь, да, но потом, видимо, руки опустились, да, например, там много негатива споймал, да. Я сам, когда устраивался, вообще пришел в индустрию работником, не строить бизнес, работникам, да. Я там семье рассказал только через год, да, там маме своей. Через год только рассказал, кем я работаю, да, потому что она бы меня обговаривала, она бы сказала, ой, нет, это они врут тебе сеть надо строить и так далее. Вот, а представьте люди, да, которые через это проходят. И вот мы хотим, чтобы они раньше получали не вознаграждение, а признание, да, что они сделали первый шаг, самый важный, научились приглашать одного человека, это уже достоин статуса. Вот, это первое, почему у нас появился консультант. Второе, да, то есть, если у человека есть там в правой ноге там объем, да, в левой нету, и он никого не пригласил, давайте честно быть, а ему этот объем нужен? Если бы был бы нужен, он бы давно пригласил бы, вот и все. Если вы скажете, мы ему все подготовили, да, то есть, вот, если сгорит, то он будет в негативе, да, этот человек, да, то есть он точно не будет строить бизнес. Я вам честно скажу, без никаких вот политических там вокруг выкрутасов, да, красивых, я вам честно скажу, вы подготовили человеку все. Вы ему тепличные условия создали. Вы ему одну ногу уже выстроили, а он не хочет ни одного пригласить человека, честное слово, я вам скажу, это не человек сетевого маркетинга. Потому что, если бы, половина вам сделана работа, ты стартуешь не как простой стажер, да, у тебя уже все, полбизнеса есть, по сути. Все, тебе не надо там бегать там между 2 ногами. Одна нога построена. Тебе надо позвать. Хотите сохранить, да? Сейчас я вам советую. Пойдите к таким людям и скажите, родная моя, дорогой мой, я, да, потратил кучу сил, энергии, чтобы ты начал не с нуля, а начал хорошие базы. У тебя есть сильная нога. Все, я туда сделал, да, определенную работу. Если ты сейчас до 2 апреля не воспользуешься, а для этого надо зарегистрировать хотя бы минимум за 100 баллов кого-то, то весь мой труд, который ради тебя я делал, да, он не сохранится для тебя. Для меня все сохранится. Этот объем у меня будет. Я хотел бы, чтобы он у тебя был. Остался у тебя. Давай, да, там, проработаем. Вот и все. То есть один личник и эти объемы, что будут накапливаться дальше. Вот и все. Если проблема в том, что нету личника, то есть человек не хочет приглашать, да, то есть сейчас, извините, мы не можем под каждого стажера подстраиваться таким образом, когда он захочет, прийти в бизнес. Его бизнес всегда будет ждать, его будет баллы стоять, а как только он подтвердит тем, что он пригласит реферала. Вот и все. Все баллы, которые ранее, они после 2 апреля не будут сохраняться, да, не будут сохраняться. То есть спонсору все, весь объем через спонсора, на спонсора будет идти. У него просто задерживаться не будет. То есть представим себе автобус, который не останавливается, да, вот этот автобус — это баллы. Баллы, которые не останавливаются на остановке стажера. Все, на остановке
консультанта он остановится, оставится, да, там, баллы, поедет дальше. Только у тех, кто вообще не активен, вообще не работает, у которых нету даже одной реферальной. Мы таких видим, таких немного людей, да, там человек, наверное, максимум там, 150 там, наберется, наверное, по всей компании, да, у которых там слева объем, а справа 0, да. Вот. Вот с ними просто проговорить то, что я до этого сказал, и да, пусть, как говорится, пригласить одного человека. Это даже не в бизнес, можно одного потребителя, да, пригласить. Вот. Пусть он будет стажером. Вот и все. Если с этим есть проблемы, я не знаю, там, дальше чем уже могу помочь или посоветовать что-то. То есть своего стажера превратите срочно в консультанта. Если вы хотите его сохранить, ему необходимо сделать покупку хотя бы на $100. Тем более сейчас классная акция работает. Нет, продажу сделать на одну. Ему не надо апгрейдить, ему надо продажу сделать, реферала, да. Реферал, он должен подписать реферала. Да. То есть между стажером и между менеджером теперь у нас новый статус консультант. И будете давать ему признание. Многие партнеры приходят в компанию ради признания. Вот. И вот такие люди иногда выпадают, знаете. То есть мы его не поздравляем до тех пор, пока он не закроет статус менеджера. А он хочет услышать. Допустим, это пенсионерка, которая засиделась дома, и она подпишет одного бизнес-партнера, и мы дадим классное признание, и она включится в этот бизнес. Поэтому срочно сегодня начните звонить таким своим стажерам, которые лентяи, которые еще не проснулись. Скажите, что в статусе директора вы уже можете стать акционером компании. И расскажите про наши акции. Я думаю, они оценят ваши предложения. Тем более, если вы им одну ногу вырастили. Бывает, действительно, бывают такие ситуации. Вот еще здесь такие вопросы, давайте я зачитаю. Директор болушын платинам бар. Екінші платина жоқ. Бірақ личигінімнің структурасында золотой менеджер олар есептеле ме? Бір личниктің ішіндегі, бір личниктің астындағы, бір золото сізге есептеледі. Біреуде келесі личниктің астындағы золото екінші личник болып, екінші золото болып саналады. Солай 4 личниктің түрінде, қарайсыз, золотодан выше, как будет? Золотодан жоғары статусты табасыз, сол 4-еуін іздеп, сонда сіз келесі статусты ашасыз өзіңізге. Как быть с акцией, которая действует до 31 марта? Они делают 3-ю покупку, а до 1 апреля нужно подписать одного личника. Как быть с акцией, которая действует до 31-го? Смотрите, акция действует для него самого. Это больше для апгрейда, да, например, он покупает же для себя. Вот. Если он хочет там, грубо говоря, личный-то у него ничего не изменится, да, вот у него будет, например, стажер там, с пакетом элит. Да, то есть он будет стажер с пакетом элит. Вот такие бывают тоже стажеры. Да, вот. А ему надо просто пригласить или рассказать про эту же акцию. То есть вот и все. То есть проблема в этом. Если у человека есть хоть один личник, все, он консультант. Все. У него все будет по-прежнему и так далее. Это только касается тех, кто сам просто один раз зарегистрировался, да, по вашей реферальной ссылке, грубо говоря, а свою даже не создал. Вот он нажимает у себя кнопку «Создать реферальную ссылку», там первый раз, когда выходит, там окошко, там, вы согласны с правилами, да, как привлекать партнеров, этический кодекс и так далее. Этот человек даже в глаза не видел эту ссылку. Да? Вот таких, да, у них больше баллов не будет накапливаться. Но если вы хотите, чтобы накапливались, пожалуйста, все в ваших руках. Так, например, есть у меня один личник, у нее только один личник, но у нее 2 ноги построены. Так, если у нее есть личник, то у нее ничего не сгорает. Нечего переживать, да. Сколько времени нужно, чтобы его заблокировать? До 1 апреля они должны сделать хотя бы одну покупку. Так, никто никого блокировать не будут. Просто баллы не будут на нем останавливаться, накапливаться не будут, да, то есть все накопленные больше баллов у них не будет накапливаться, вот и все. Все так же, как он только начнет. Вот смотрите, ситуация такая. Меня пригласил, да, когда-то спонсор, мне там, например, поставил ногу сильную, да, там все время идет жизнь, да, там закрываются статусы, баллы идут, просто у меня не будет останавливаться. Если я хочу, я себе в малую ногу хоть одного поставлю реферала за 100, да, потому что я сразу получу реферальную премию, я сразу получу бинар, да, то есть это вот логично, да, и большая эта ножка начнет дальше же работать, она тоже, это же не статичная нога, вот 10 тысяч дала, и все, она больше никогда в жизни расти не будет. Вот честно, такая нога даже, наверное, бесплатно не нужна, потому что, все равно когда-то с ней надо работать, а там больше никого нету. Обычно это как, спонсорская нога, она живая, там работа идет, кипит, да, там и так далее. И если ты хочешь просто, чтобы эти баллы мимо тебя не проходили, сделай реферала. Даже 3 апреля человек зарефералит, все. Если нога
спонсорская, она активная, там работа идет, будут эти баллы у этого теперь задерживаться человека. Вот и все. Но вы потеряете те баллы, которые были до 1 апреля. Вот если личник стоит на спонсорской... Не вы потеряете, а стажер. У вас Стажер. все будет шикарно, да. У вас вот, например, вот у человека, у которого есть один реферал, ему вообще эта новость никак не отражается ничем. Все. Мы сейчас с вами уже, минуты 3 разговариваем только о тех людях, которые, да, там... Давайте. Я не знаю, они вообще знают ли даже количество бонусов нашей компании, начнем с этого, да, то есть мы за них больше переживаем, нежели говорим о других, бонусах. Если статусы закрываются в марте, будет ли это считаться в новом маркетинг-плане? Конечно, будет. То есть, смотрите, те, кто закроет до 2 апреля статус, у него продолжится, он будет получать денежный бонус, пока тот не закончится срок. То есть, как это всегда работает? Вот только человек закрыл статус, например, вот Жемчуг закрыл статус, все, мы $28 тысяч сразу из товарооборота забираем, закрываем в сейфе и по $1000 выдаем. Все. То есть это деньги только этого человека. Также и продолжится. Те, кто сейчас продолжает получать денежный бонус, и у них там еще осталось полгода и так далее, да, там месяц-два, будете продолжать получать, пока он не кончится. Просто с открытием, после апреля, с открытием статуса, у вас не будет денежного бонуса, он превратится в то, что вы будете получать глубже просто лидерские бонусы. Ну, то есть больше денег. Мы вам дадим деньги только в другом формате, да, и без срока. Смотрите, очень хорошее предложение. Нужно отправить уведомления в личные кабинеты, у которых нет ни одного реферала. Мне кажется, спонсоры должны это проследить, зайти в рефералы, просмотреть свою бинарную ножку. И мне кажется, спонсоры должны с этим работать. Здесь, смотрите, имейте в виду, здесь фишка очень простая. Кому послать уведомление? Вот смотрите, уведомление обычно приходит у того, у кого есть Marine Health приложение, который туда заходит, у него на телефоне есть, да, там, тогда будет приходить. Мы кому отправим, у которых даже приложения нету, которые даже ни разу реферальную ссылку не сделали, мне кажется, это неправильная история, потому что мы ни до кого не достучимся, по сути. Ну, то есть, грубо говоря, это как, я не знаю, мне будет приложение, да, какое-то, которое я 5 лет назад, я не знаю, вот «Мой мир», да, например, если такая социальная сеть «Мой мир», и если они мне начнут уведомления посылать, да, оно будет в личном кабинете в моем мире уведомления выходить, но я от него даже пароля не помню. И оно, соответственно, я не увижу это уведомление. Вот и все. То есть здесь это полная работа как спонсора. Он же ему строил эту спонсорскую линию. Вот это его труд. Да, то есть, пожалуйста. Личнику сырой міндетті ме? Өйткені отыра беретін адамдар бар. С личниками, конечно, надо. Да, и смотрите, все очень просто. Если личник начнет приглашать людей, вы будете зарабатывать. Вопрос, хотите ли вы зарабатывать? И он же будет зарабатывать. Здесь оба будут зарабатывать, да? Вот вопрос в этом. Да, жұмыс істегелмейді, да, потому что, например, может быть, не видит в этом смысла, а сейчас вот с апреля смысл очень хороший. Он будет зарабатывать еще больше денег. Вы объясните про реферальный бонус 18%. Я думаю, ваши личники начнут активно подключаться в этот бизнес. Просто вы сами полюбите. Я вот очень полюбила вот эту реферальную премию 18%. Мне она безумно нравится. Когда вы разберетесь и поймете ее, я думаю, вам будет есть что сказать своим новым бизнес-партнерам. Так, какой был у нас вопрос? Денежного бонуса больше не будет. Наверное, кто-то позже зашел. Можете сказать, Дастан Мырза? Трансформировался. Один вопрос есть. Ответьте на мой вопрос, пожалуйста. Marine Health Машралиева, да? То есть, если я правильно прочитал. Да, вы там написали вроде про бронзу, если мне память не изменяет, да, там. Если бронза будет личник, закройте в золото. А здесь 1 из 4 может быть даже вашим личником. Все, если у вас личник, например, бронза, его в глубине не надо 2-го бронзу искать. 1 бронза будет считаться. Ну вот. А что он будет считаться для квалификации? Угу. Вот люди еще раз спросили про вот эти 10, 15, 20%. Опять про лидерский бонус. Чуть-чуть немножко. Да, при повышении пакета у вас также, ваших личников, вы будете получать 10, 15, 20, соответственно, там, вашему пакету. То есть сейчас у вас пакет 100, вы получаете 10. Сделайте апгрейд, неважно когда, вы будете получать со всех личников 15. Как только сделаете апгрейд элит, да, до элита, до 600, вы будете получать 20%. И, естественно, с элитом открывается возможность больше зарабатывать. Да? Но честно сказать, что я вам скажу, что по моему опыту, да, то есть когда люди перейдут на статус менеджера, там у всех уже по 600 баллов будет, потому что реферальная премия, она дает много возможностей, дает больше денег на пакете элит. Так что там
вряд ли кто-то там за 100 зайдет и будет там, знаете, рефералить людей сразу же, да, то есть там обычно не так это будет работать. Угу. Так, план, когда можем увидеть? В электронном виде когда можно увидеть? Ну, это, видимо, в апреле месяце мы увидим, да? 1-2 апреля. Да, мы сейчас готовим полностью, и каталоги готовим, да, то есть и печатная версия будет. Сейчас мы, причем мы показывали новый дизайн, да, там, в зеленом, бизнесовом цвете, да. Мы сейчас эту всю историю готовим, как только будет готово, отдадим, конечно, на ознакомление, да, все будет, не беспокойтесь. Угу. Так, про 5-летие компании, Дастан Мырза, уже билеты... Да. Продажи, да? Продаются билеты. Так что успейте взять самые вкусные места, чтобы следить за всеми новостями, потому что новостей будет очень много будет экспертов выступать, да, сейчас вот мы ведем переговоры, я не хочу сглазить просто, да, и вообще пока договоры не заключили, говорить там о том, что точно кто-то будет выступать нельзя, неэтично в бизнесе. А что мы будем эту историю делать? Новый каталог будет в продаже, мы планируем сейчас, да, в новом дизайне, да, там с новым маркетинг-планом, его до конца месяца разработать. Сейчас у нас работают там дизайнеры с ним, да, то есть мы дизайн пересматриваем, да, потому что на дизайн люди обращают внимание, да, тот дизайн, который у нас был, он может нравиться вам, но может быть не в тренде, да, который там сейчас есть, да, на рынке. Так что мы сейчас готовим, и в апреле, начало апреля, да, мы должны выйти, у нас уже первое в Казахстане, и потом остальные страны тоже. Угу. И вот продукцию тоже многие партнеры ждут, вот, допустим, коллаген қашан шығады деп сұрап жатыр. Приходите на все наши мероприятия, мы там будем официально делиться всей информацией, да, там самое первое, там и на день рождения обязательно, там вы его еще возможно будет, наверное, попробовать. Думаем про это, да, чтобы тоже была возможность сразу его там попробовать, ощутить на себе. Как можно вывести деньги из кабинета? Это не изменилось, да? Либо вы по договору заключаете договор с компанией, будете. Да, мы сейчас тоже пересматриваем, да, мы тоже смотрим, мы тоже, конечно, понимаем, что людям нужно тоже вытаскивать, да, деньги, да, понятное дело. Сейчас у нас есть, по сути, там 3 способа: 70/30, да, 70/30 ГПХ и ИП, да, то есть на ГПХ мы пересматриваем там лимиты, тоже смотрим на законное обоснование, потому что ГПХ гражданского правового характера договор, да, где физлицо заключает с компанией, да, то есть он немножко такой в законе не проработан, да, то есть там фишка в том, что некоторые, как вам сказать, из-за недоработки закона, да, многие пользуются им во избежание налогов, да, то есть они переходят на ГПХ, там меньше налогов платить, да, нежели с ИП, да, то есть и чтобы вот это наших потом предпринимателей, да, там, не подошли к нашим предпринимателям и не сказали, что ты там делаешь, да, там отмываешь деньги, мы сейчас эту историю исследуем, чтобы увеличивать лимиты и сделать эту возможность получше, Но опять же, вы должны понимать, вывод денег – это не наш прихоть. Да, то есть, если мы бы хотели бы, да, то есть мы вам давали бы все, да, то есть как бы получи, переводи. Однако сейчас, вы знаете, у нас декларирование, да, там в Казахстане как минимум, да, то есть следят за этим очень четко. То есть так что там большие штрафы не только на компанию, но и самого получателя этих денег, бенефициара. Так что здесь надо быть очень осторожно. И мы сейчас исследуем этот вопрос очень тщательно. Для нас это важно, чтобы у нас там все могли спокойно получать свое вознаграждение. Так, я думаю, мы смогли ответить, дорогие партнеры, на ваши вопросы. Так, какие тут вопросы? Каталоги, дизайн почему меняется? Наверное, чтобы не было подделок, да, Дастан Мырза? Дизайн почему меняется? Даже дело не в подделке. Слушайте, давайте начнем с того, что мир быстро меняется, дизайн меняется, потому что, слушайте, вам, чтобы вы понимали, нас сравнивают потребители со всеми. Никто не живет в мире Marine Health, да? Все живут в мире, когда есть 1000 компаний, да, там, все любят глазами и так далее. Естественно, мы должны соответствовать тенденции мира, чтобы, не стыдно было показать, да, то есть, чтобы это смотрелось, да, там, с другим каталогом, если у человека будет на кухне лежать, надо, чтобы был красивее, сразу попадал в глаза. И все. То есть в таком формате. Вы не думаете, что люди живут только с нашим одним каталогом и ходят, да, там потребители. Все его купили, и как книжку там читают все время. Они же
люди, им попадают другие газеты, журналы, да, и так далее. И вот на этом всем фоне наш каталог всегда должен быть красивым, запоминающимся, да, то есть нормально. Многие компании к этому подходят очень серьезно, потому что каталог — это лицо компании. Надо тенденции, да, освежать, и все. Тем более последний дизайн в японском стиле, это вообще прямо шикарная история получилась. Да, мы оставим же все возможности. То есть, как это распечатано. Мы только что сейчас говорим про распечатанную историю. Да? То есть, например, мы вытащим новые продукты. Да, допустим, новые продукты у нас будут, и нам придется менять дизайн, потому что в старый дизайн не впишется новый продукт, например. Он позиционируется по-другому, там цвета другие, да, допустим, там детскую серию. Надо же как тоже дизайн под это менять. Мы не можем же там все время, например, в японском дизайне, допустим, мы сейчас будем с Греции масла, да, там у нас выйдут сейчас сертификации проходят последние там и так далее. Вот представьте, как мы, да нам этот поставщик сырья скажет, а при чем тут ребята Япония, почему наши, да, там, мы же Греция, да, там надо показывать греческую красоту, а она должна под другим дизайном. Мы же не будем теперь говорить, ой, извините, надо все только в японском строгом стиле, да, к примеру. Нет, вот таким вот образом. Так что дизайн — это вот такая вот история. Это вот мой взгляд на эту моя парадигма, да, на этот вопрос вот такой. Ладно, это вот такие рабочие моменты. А самое главное, давайте порадуем новичков тем, что у нас теперь будет опять показываться лидерский бонус в кабинете, да, структурный бонус. Все эти бонусы опять будем видеть в кабинете. Нет, и они у нас будут видны. Надо будет здесь... они всегда видны. Даже сейчас вы можете лидерский бонус выбрать период, и у вас будет лидерский бонус. Это будет уведомление теперь, как только вот у вас бинар сработал, уведомление сразу. Представьте, вы платина, у вас с 4 глубин просто все время будет. Вот в глубине один человек заработал, а на четвертой глубине это в среднем 80 человек. Вот каждый из них по бинару заработал, все, вам сразу уведомление придет. То есть все, то есть там надо просто телефон выключать. Вот, так что вот такие вот изменения у нас произошли, уважаемые партнеры, уважаемые лидеры. Будем завершать эфир. Нет, давайте вопрос такой очень есть интересный. Динамический расчет остался? Да, остался. Он всегда будет как механика. Это механика. Мы 60% выплачиваем. Мы в этом, как говорится, то есть есть компании там 30, 35, 40 выплачивают. Мы решили для себя выплачивать 60. Плюс 5% хед-офисов — это отдельные деньги, да, то есть за их работу, да, там и так далее. И вот этот такой механизм, она как пила, да, не дает выше выплатить. Оно всегда будет. Это как, знаете, всегда страховка. Это всегда страховка будет, да, то есть мы же тоже машину страхуем не для того, чтобы специально там в дерево врезаться, да, оно как страховка всегда будет. А мы сейчас, когда трансформировали денежный бонус, да, мы уже там уменьшили, да, шансы срабатывания этой истории, да, то есть, и сейчас мы тоже используем коэффициент BV0,9 для того, чтобы тоже к нулю приблизить возможность вот этого механизма срабатывать. Вот и все. Здесь вот простая фишка. Это нужная история. Это, знаете, как вы же пальцем в глаз не можете, с автоматом закрывается. Это вот такая рефлексная история. Вот динамический расчет — это инструмент рефлекторной защиты нашей компании, чтобы наша компания не ушла в минус. Вот и все. То есть это вот у любой бинарной компании, да, гибридной компании этот инструмент вообще должен быть. Если его нету, например, во многих странах его даже не выпускают, эту компанию. Они сразу говорят, вы пирамида или нет? Если они говорят нет, докажите. И вот этот динамический расчет — один из инструментов, который доказывает, что эта компания — это не мыльный пузырь, который в один день просто закроется, потому что выплат больше, чем пришли деньги, да, допустим. Вот и все. Оно всегда будет как механизм. Вот оно срабатывать, мы надеемся, будет все вообще, то есть приблизиться к нулю. То есть он как бы будет и будет в стороне где-то лежать. Но для форс-мажоров он будет, как говорится, нас спасать. Если какие-то форс-мажорные ситуации, не дай бог, конечно. Немножко поднялось настроение у наших партнеров. Мы уникальный проект, и надо оставаться лучшими. Мы действительно лучшие. Я не знаю, я на рынке Казахстана сейчас больше не вижу других каких-то проектов. Всегда нужно смотреть, кто президент, кто соучредители, кто сотрудники компании. И мы с вами, поверьте, в лучшей компании, с лучшими людьми, с лучшим, теперь уже модифицированным, уникальным маркетинг-планом. Да, Достан Мурза? Остается только работать и зарабатывать.
Так, ну прошло полгода, маркетинг-план снова изменился, это уже тенденция. Следующие изменения также через полгода будут 2 октября. Смотрите, если тенденцию брать, давайте начнем с того, что тенденция еще надо смотреть, тогда у вас формула немножко неправильная, если прям тенденция. Тенденция — это когда системно повторяется. Как мне известно, еще до моего прихода, да, маркетинг поменялся, дали в расчет. Когда это было, да, и это требовалось этому, потому что дальше роста не было. То есть каждый маркетинг, у него есть, как вам сказать, вы же не можете одну и ту же футболку носить, то все, один раз купил, какая бы она ни была качественная, но тоже износ есть. Ввиду разного времени, вашей фигуры, да, там, просто возраста, да, там, и так далее. То же самое в маркетинге, я вам скажу, нет ни одной компании, которая не меняла. Меняется все потому, что мир вокруг нас меняется. Вот, просто давайте вот моего собеседника спросим. Да, лет 10 назад, да, вы думали, что будете во Вьетнаме, да, там, сидеть? Нет, конечно, да, то есть даже в мыслях не было, да, там, представляли себя по-другому. Но жизнь меняется, сейчас то же самое. Вот вы представляли, что вы там 5 лет назад, что вы все будете через телефон, все заказывать и так далее, да, там, и там рассрочку в туры покупать, пожалуйста, все меняется. Жизнь меняется, а если меняется жизнь, контекст, меняется поведение людей, их желания. Вот смотрите, допустим, люди изменят свое поведение, да, это отразится и на вашем бизнесе тоже, как лидера. Вот не будут больше приходить на ваш маркетинг. Что вы сделаете? Вы же не будете говорить, он был классный 5 лет тому назад, и он должен всегда так оставаться. Мы уже, например, из моды выйдем, допустим, через 5 лет. Придется делать что-то, да, чтобы опять быть на коне, опять, чтобы наши партнеры зарабатывали. Поймите, мы в одной связке. Здесь нету целей, да, там, в сетевом маркетинге, в отличие от других бизнесов, например, в других бизнесах, в ритейле, да, или там таких, в рознице, как работает эта история? Я произвожу продукт, я отдал супермаркетам, мне все равно, продадут они или не продадут. Я с ними сел на договор, они купили у меня, да, я заранее уже заработал. Продадут они, не продадут, это их проблема. За исключением консигнации, да, например. Все. У меня бизнес-модель идеальная. Я произвожу 10 тысяч тонн, да, молока, да, галлонов молока в неделю, я их сразу же продаю, да, мне все равно, они скиснут, не скиснут, все. Вот. И там нету вот этого отношения, да, между этим. Мне все равно. Мне главное, чтобы супермаркет все время закупал по контракту как положено. Да, ежемесячно мы с ним подписали на год вперед. В MLM, допустим, так нельзя работать. В MLM, если лидер не зарабатывает, его структура не зарабатывает, этот лидер найдет другую компанию, которая предложит идти там, которая предложит больше денег. И нам придется, если мы хотим, чтобы лидеры от нас не уходили, чтобы на другие маркетинги не смотрели, да, чтобы они больше зарабатывали. И если нам в это время надо меняться, что-то улучшать, от чего-то отказываться, что-то трансформировать, мы будем это делать. Потому что мы хотим, чтобы с нами люди зарабатывали. Потому что от их довольных, как говорится, счастливых лиц зависят и наши довольные счастливые лица. Вот и все. Вот как-то так. Сегодня лица директоров были счастливые, когда вы нам огласили вот эти изменения, поэтому... Да, то есть, я не могу сказать, это как любого человека спросить, а сколько долларов будет стоить через год? Вот честно, да, то есть я вообще вот в эту сторону даже боюсь подумать, да, и как и все наши, как говорится, финансовые аналитики, да, любой страны тоже не могут сказать. Они могут сказать предположения, тренды, да, но 100% что-то обещать не могут, вот, потому что они знают, что жизнь меняется. Так что здесь, да, надо просто принять тот факт, что намерение у компании, сетевой компании, это заработок лидеров. Не как в другом бизнесе традиционном заработок только компании, а остальные хочешь, не хочешь, да, то есть здесь же это вот такая связка. Это такой чейн, да, цепь такая. Она не, вот, если она порвется, все, нету бизнеса. А рвется она тогда, когда теряются отношения. Наша задача, чтобы наши все статусы зарабатывали много-много денег. Будут зарабатывать, довольны будут все. Супер. Супер, Рахмет, Дастан Мырза, керемет эфир был, да? Я думаю, мы смогли ответить на ваши вопросы. Будем завершать эфир. Постараюсь его сохранить, потом можете пересмотреть. Сол? Да. Всех буду рад видеть в следующем году на нашей следующей директорской поездке. Да, вот, рад буду видеть вас всех там. Вот, лично познакомимся.
Потому что в нашем новом маркетинге, вы видели, стать директором сейчас намного проще стало, нежели там, моему, как говорится, сегодня, да, там, директору, который, например, здесь, они прошли другой совершенно путь, им было немножко сложнее в этом плане. Да. Сейчас будет намного легче, и мы рассчитываем увидеть уже еще большее число директоров на следующей поездке международной. Там, как Арман сказал, мы сделаем все, чтобы это была традиционная, да, поездка. То есть это вот как была традиция, да, каждый год собирать все свои там, директоров и выше, да, то есть вот, за границей, да, и с ними, как говорится, делиться впечатлениями. Вот как-то так. Так что, дорогие партнеры, быстрее закрывайте статус директора и присоединяйтесь в такие вот шикарные поездки. Да, всем спасибо. До свидания. До свидания.